документы, мой мужской паспорт. По паспорту я Гордичук Андрей Андреевич. По фотографии меня не могут идентифицировать, поэтому... Буду скоро менять. Ну да, черты лица очень сильно. Из мужчины в женщину Андрей Гордичук привычным жестом наносит макияж, параллельно рассказывает. Еще в школе понял, природа совершенно... ошибку, поместив его в тело мальчика. С детства он хотел носить платье, вплетать в волосы банты, и чтобы все любимого розового цвета. Теперь можно. Ну, а дальше все начинается девичья гардероб. Это шубы. Розовый. Да, розовый мой любимый цвет. Пальто классическое, то, что, в принципе, подать все. Очень удобно на работе. Ну и опять же, там, например, зимний вариант, например, куртка опять же розовая. То, что напутала матушка природа, москвич исправил сам. Трансгендер около года сидит на сильнейшем гормонах. Такая терапия обязательно до операции. Называть себя просит Евой. Девушка с библейским именем уже ощутила на себе всю силу гомофобии. На начальном этапе от меня отвернулись все. То есть друзья, знакомые, родители. То есть я не общаюсь ни с кем из старой жизни. Они сказали, что я позор семьи, что они не хотят со мной общаться. Сейчас Ева мечтает о новой груди. Через полгода трансгендер совершит окончательный переход из М в Ж. Операцию по смене пола, говорит, лучше делать где-нибудь в Таиланде. Там это стоит копейки. В России почти 1 000 000 рублей. Все свое время бывший Андрей уделяет работе. Красит не только себя, но и других. Функциональная основа АМЦ. Она у нас для сухой кожи со светоотражающими частицами, с витамином Е, средней плотности. А это Даша Кенова. Сильные гормоны она назначила себе сама, без консультации с врачом. Поплатилась за это диагнозом рак лимфосистемы. Меня предупреждали, что без врача это очень опасно, но все же я все равно принимала их. Какие-то изменения пошли. Ну, видите, и на здоровье очень сильно. В данный момент вот у меня онкологическое заболевание. Впереди месяцы, а то и годы изнурительного лечения. Но мечту о полном переходе Даша не оставила. После выписки она планирует возобновить прием гормональных препаратов и, наконец, сменить паспорт. Там так и осталась ненавистная запись Дмитрий Воробьев с сокращением «муж» в графе «пол». Проблемы на каждом шагу, в банках и поездах, элементарно при трудоустройстве. Билеты продаются скандалом, об официальном приеме на работу и речи не идет. Поменять документы можно только после операции. Справки от врача недостаточно. Единственный случай, когда трансгендеру выдали паспорт на новое имя без смены пола, произошел в Екатеринбурге. Да и то ЗАГС пошел на это по прецедентному решению суда. Когда полиция просит предоставить документы, паспорт, естественно, они удивляются. Как это, смотрят на меня и на паспорт. Я говорю, это я, ничего не удивляйтесь. Но, естественно, они везут меня в отделение. По какой причине, я не знаю, забирали меня несколько раз в отделение. Тем временем Playboy впервые опубликовал на обложке мужчину бывшего. Модель Инесс Рау родилась французским мальчиком. В 15 лет сделала операцию по смене пола и переехала в Штаты. Теперь она женщина месяца в ноябрьском номере культового журнала. Ну а в немецкой армии ускоренными темпами прививают толерантность к секс-меньшинствам. Целый батальон под Берлином возглавила фрау-офицер, которая раньше была мужчиной. До 40 лет он терпел, а потом решился сменить пол и остаться при этом в бундесвере. В подчинении у подполковника Анастасии Бифанк 750 военнослужащих. Настоящая маманя комбат. Мне есть куда расти на службе. Не хочу комментировать то, что пишут в соцсетях. Не стану с этим связываться. Солдат должен быть сильным во всех смыслах.
Тем временем Лондон призвал ООН заменить в официальных документах словосочетание «беременная женщина» на нейтральное «беременный человек», дабы трансгендеров не обидеть. Депутат Госдумы Виталий Милонов уже заверил, если инициативу одобрят, он выступит с предложением переименовать ООН в ОНО. Наталья Бухмина, Олег Городничий и Максим Посниченко. Новости 360.